Новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Состояние больных коронавирусом в Ленске и Алдане оценивают как средней тяжести. Между тем, из якутской клинической больницы выписали еще 3 пациентов. Премьер Михаил Мишустин поручил изменить предельный размер займа для ипотечных каникул. Ледовые переправы в Якутии закроют раньше, чем планировалось. Эпидобстановка в целом по Якутии со вчерашнего дня осталась без изменений. За минувшие сутки 3 человека вылечились от COVID-19. Таким образом, на лечении остается 6 человек, 13 пациентов полностью излечили от инфекции. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал глава региона. Состояние больных в Ленске и Алдане оценивают как средней тяжести. Также глава сообщил, что анализы супруги больного в Ленске тоже могут показать положительный результат, так как у нее наблюдают все признаки болезни. Однако женщина добросовестно соблюдала режим самоизоляции, и ее состояние не угрожает здоровью других людей. Сейчас полностью уже выявлен круг лиц и по Ленску, и по Алдану, тех, кто контактировал с больными. У всех них отбираются анализы. И мы надеемся, что до конца сегодняшнего дня у нас будут результаты по Алдану. А уже ближе к завтрашнему вечеру, к вечеру воскресенья, у нас будут данные из Мирного, уже через которые идут анализы ленские. Вот. Мы верим, что все-таки все те меры, которые сегодня приняты и в Ленском районе, и в Алданском районе по полной изоляции населения, они принесут свои положительные результаты, и мы не допустим дальнейшего разрастания очагов этой эпидемии. Вместе с тем, уже в ближайшие 2 дня будут доработаны вопросы о мерах, которые будут действовать в регионе с 15 апреля. Эти меры направлены уже не на ограничения, а напротив, на смягчение режима полной самоизоляции и режима изоляции в целом по всей республике. Я считаю, что с учетом той ситуации, которая у нас сегодня складывается, я, как уже говорил, особенности по нашим сельским территориям, по северным территориям, конечно же, нужно уже ограничительные меры, жесткие так, по ряду направлений уже снимать. Вот. Еще раз повторюсь, что сейчас самое главное для жителей так, это находиться дома, это соблюдать режим самоизоляции. Это помогает нам достигать хороших результатов. Вот на примере города Якутска мы это точно сейчас наблюдаем. В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района объявлен режим полной самоизоляции граждан. Соответствующий указ подписал глава региона. В населенном пункте нет случаев выявления больных коронавирусом. Данное решение руководителя региона является упреждающей мерой по противодействию распространения COVID-19. Нижний Бестях является крупным транспортно-логистическим узлом Якутии, где соединяется железная дорога, федеральные автомобильные трассы и происходит большая миграция населения. Авиакомпания «Якутия» доставила средства защиты в регион. Сегодня утром пришел груз из средств индивидуальной защиты от компании «Делерус». Груз доставлен авиакомпанией «Якутии» бесплатно в виде благотворительной помощи республике. Средства индивидуальной защиты приобретены по линии Минпромторга России за счет резервного фонда региона. Закуплено и доставлено более 390 тысяч медицинских масок, 3000 пар перчаток и свыше 900 защитных костюмов для врачей и медперсонала. Выписка штрафов во время режима повышенной готовности абсолютно законна. Об этом Айсен Николаев сказал в ходе прямого эфира в социальных сетях. В ходе трансляции один из пользователей соцсетей высказал мнение, что сотрудники полиции не имеют права штрафовать за нарушение режима самоизоляции и карантина. Глава Якутии обратил внимание, что сотрудники имеют право штрафовать даже без чрезвычайного положения. Так как сейчас действует режим повышенной готовности к ЧС, в рамках этого режима глава субъекта, как руководитель оперативного штаба, имеет право вводить определенные ограничения. А все решения приняты в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до 3 лет. 5000 рублей будут выплачивать в апреле-июне на каждого ребенка до 3 лет. Средства получат все проживающие в России и имеющие право на материнский капитал. При условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года. Заявление до 1 октября подается в Пенсионный фонд России. При этом можно подать и в электронном виде, например, через единый портал госуслуг или систему пенсионного фонда.
фонда, а также через МФЦ. Ранее в Госдуме разъяснили, что право на выплату распространяется даже на семьи, ранее уже использующие средства материнского капитала. Могут рассчитывать на деньги и те, у кого право на его получение только возникает в период с 1 апреля по 1 июля этого года. Например, если ребенок родился 30 июня, то семья сможет получить выплату за 1 месяц. Премьер Михаил Мишустин поручил изменить предельный размер займа для ипотечных каникул. Так, правительство страны приняло решение повысить предельный размер. Об этом говорили на заседании Кабмина по экономическим вопросам. Так, для Москвы, где жилье, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, соответственно, 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов Российской Федерации 2 миллиона рублей. Эти цифры были нами получены на основе анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние 2 года. Первая тестовая неделя электронной четверти подошла к концу. Какие эффективные формы работают и придумывают педагоги, и что показала первая неделя дистанционного обучения в Мирном, расскажет Олеся Васева. Вот я, значит, выбрала вот эти темы, потом я продолжаю, допустим, вот Никите Мухину. Я решила задать ему вот эти темы. И отправляю только тему. Мы вот здесь вот продолжаем и отправляем, к примеру. Чтобы разобраться с работой электронной образовательной платформы, потребовалось время, признается Татьяна Кептини. Биологию и химию она ведет в нескольких классах. Для каждого создает задания согласно расписанию. В ход идут и учебники, и конспекты, и задания в рабочих тетрадях, а то разучиться писать. Одного электронного портала недостаточно. За разработкой полноценной системы обучения педагог проводит дни в опустевшем классе. Конечно, большинство было недовольны, потому что это сложно и самим родителям, и детям самоорганизоваться, сидя дома, потому что дома все-таки уже не такая рабочая обстановка, как в настоящей школе. Вот. И педагогам, соответственно, нужно тоже проводить какой-то определенный контроль, как дети занимаются дома. Вот. Потом педагогам нужно было выбрать те платформы и сайты, на которых нужно будет работать с детьми. Обучение идет на нескольких электронных платформах. Российская электронная школа, учи.ру, Яндекс.Учебник, Я-класс и сетевой город образования. Каждый учитель сам подбирает подходящий под его программу ресурс. Для своих первоклассников Лидия Овчинникова выбрала учи.ру. Здесь она зарегистрировала детей еще в первом полугодии для дополнительных занятий. Оказалось, не зря. В зимние каникулы они сидели и на учи.ру занимались, им это понравилось. Ну и когда вот это все прозвучало, было озвучено, они безболезненно перешли на учи.ру, но многие уже там все сделали, задания какие были, поэтому мы стали двигаться дальше. Мы, значит, стали осваивать новые платформы. В республике 4 модели дистанционного обучения. Они учитывают любой нюанс. Есть интернет, но нет компьютера или наоборот. С компьютером, кстати, могут помочь школы. Нужно только попросить. Учиться должны все, без исключения. ОГЭ и ЕГЭ в этом году все же придется сдавать. Все доводы об их отмене фейки. Аттестацию проведут в июне, чуть позже ранее обозначенных сроков. Кампания ЕГЭ начнется 8 июня с экзаменов по географии, литературе, информатике, а закончится 11 июля экзаменами по всем учебным предметам. Для выпускников 9 классов экзамены начнутся с 9 июня. Это рекомендация Министерства образования России. Регионы эти сроки могут менять. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Ледовые переправы в Якутии закроют 15 апреля. Закрываются следующие автозимники: Якутск, Нижний Бестях, Хандыга, Мегино, Алдан. Ледовые переправы федеральной дороги Вилюй, Умнас, Хатасы, Кангаласы, Сотинцы, а также автозимник через реку Амга на 198 и 423 километрах автомобильной дороги Амга. Соответствующий приказ Минтранса подписан 10 апреля. На территории Амгинского района идет подготовка к весеннему половодью. В этом году зима выдалась снежной, поэтому ожидается высокий уровень воды. Местная администрация ведет работу по ослаблению льда на затороопасных участках. Их 5 площадью 38 гектаров. Работы начались с 19 марта. В настоящее время чернение льда проведено на всех планируемых участках и сданы в срок комиссии по ЧС. Сегодня завершили приемку работ по ослаблению прочности льда на 5 участках общей площади 38 га. Подрядчик у нас в этом году индивидуальный предприниматель Помина Анна Николаевна.
Работы проведены качественно и своевременно завершили работу. Строительный сезон стартовал в поселке Хандыга Тампонского района. Какие возводят объекты и на какой они стадии, узнаем у Марии Винокуровой. Возведение жилых домов началось в начале марта. За месяц строители полностью залили цокольное перекрытие первого этажа и начали вертикальное строительство колонн пятиэтажного дома на 64 квартиры по улице геолога Кудрявого. Вторая бригада приступила к возведению четырехэтажного 28-квартирного дома по улице Магаданской. В эти дни идет установка опалубки, и через неделю начнется заливка цокольного перекрытия. 80% строительного материала уже привезены в Хандыгу. С февраля мы работаем беспрерывно. И большой поток, самое много людей будет у нас в июне. На двух объектах задействовано 5 единиц техники, 3 бетономешалки, 3 погрузчика, 2 самосвала и 2 автокрана. После оттайки грунта будут установлены 2 башенных крана. Работают около 40 человек. В ближайшее время у нас в планах поднятие первого этажа каркаса. Именно на 64-квартирном и на Магаданской. Мы должны до конца апреля первые этажи уже поднять, и за нами должны плотно пойти работать каменщики. График работы плотный. Сдача домов уже в конце этого года, поэтому строители трудятся в 12-часовом рабочем режиме. В планах подрядчика ООО «Атлант» построить еще 5 монолитно-каркасных домов в Хандыге. Жители очень ждут этого, ведь только в райцентре Тампонского улуса на учете состоят 85 аварийных домов. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Сбор урожая в теплице агрошколы села Улахан-Ан в Хангаласском районе в этом году проходит без школьников. Но пока ребята на дистанционном обучении, взрослые не дают простаивать земле. Какой урожай удалось собрать, расскажет Виолетта Засимова. Вторая Можайгарская средняя школа получила статус агропрофилированной в 2005 году. Через 5 лет при школе была построена теплица площадью более 400 квадратных метров. Она считается самой крупной среди теплиц других агрошкол Улуса. Это не просто теплица, это учебный класс наш. С 1 класса наши дети на уроках ведут компоненты по направлению агро. И с 5 класса проходят здесь практики. Под руководством мастеров производственного обучения школьники учатся высаживать семена, выращивать рассаду, ухаживать за ней, а заодно ведут записи, проводят исследовательскую работу. В зимний-весенний период в теплице обычно произрастают салат, редис, укроп и огурцы. Нынче эти овощные культуры созрели чуть раньше обычного. Жаль, что учащиеся не смогли принять участие в их сборе. Все это они посадили в начале февраля. В данное время они на дистанционном обучении. Тяжело без них? Конечно. Конечно, сейчас очень сложно в таких условиях работать, но все равно наши мастера сейчас работают, иногда помогают наши техработники. В мае-июне запланирована посадка моркови, свеклы, кабачка и капусты в открытый грунт. В агрошколе надеются, что к этому времени ситуация с коронавирусом стабилизируется, и дети хотя бы смогут посещать летний трудовой лагерь, где будут ухаживать за школьным огородом. Что касается урожая, то большая часть реализуется населению. Часть попадает на стол в школьную столовую. Также осенью овощи в виде продуктовых наборов распределяют между пожилыми односельчанами. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Это были все новости. До встречи в следующем часе.